Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В начале декабря в итальянском городе Ламеция-Терме, расположенном в регионе Калабрия, в конференц-центре Пруния пройдет мероприятие, посвященное презентации Республики Абхазия в международной дипломатической системе. Данное мероприятие будет организовано Международной дипломатической обсерваторией и культурной ассоциацией Кантьере Лабораторио совместно с дипломатическим представительством Абхазии в Италии и странах ЕС и Ассоциацией Европа-Абхазия. Планируется, что с приветственным словом выступит мэр города Ламеция-Терме и члены городского совета, а с докладами президент Кантьере Лабораторио Витторио Джильотти, послы по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани и Кан Таня, а также президент торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава и наш коллега, журналист, ведущая передачи «Щибзепсен-Пыла» на абхазском телевидении Камила Кирвал. В рамках мероприятия будет презентована Итало-Абхазо-Конго-Русско-Африкано-Индийская торговая палата с международным офисом в Ламеция-Терме. Подробнее о том, как готовится это мероприятие и какое оно имеет для нас значение, в интервью нашей передачи рассказал посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Таня. Кан, здравствуйте! Здравствуйте, Арифа. Мы очень рады тому, что в Италии предстоит такое интересное и важное мероприятие для нас, но хотелось бы прежде всего узнать, кто организаторы, кто это, например, Международная дипломатическая обсерватория, я, например, впервые о ней слышу, или Культурная ассоциация вот с таким интересным названием. Расскажите, пожалуйста, кто организаторы? Инициатором проведения конференции выступило дипломатическое представительство Абхазии, зарегистрированное еще в 2017 году. А партнерами является Международная дипломатическая обсерватория, основателем которой является Вито Гритани, который также по совместительству наш посол по особым поручениям. Вот. И такая культурная ассоциация Кантьере Лабораторио, которую возглавляет очень хороший друг Абхазии, наш друг, известный на юге Италии бизнесмен, крупный такой предприниматель Витторио Джильотти. Вот, он, собственно говоря, интересуется геополитикой, и ему уже лет 15 назад пришла идея создания подобной ассоциации, которая бы давала слово, организовывала бы конференции на темы, касающиеся геополитики. И вот по инициативе Вито Гритани в первую очередь, мы так вот втроем, Вито, я и Витторио Джильотти, обсуждали идею организации подобной конференции с приглашением заинтересованных экспертов. Вот, не просто, скажем так, для наполнения зала, да, вот конкретно пригласить экспертов, интересующихся вопросами геополитики, для презентации и обсуждения вопросов, связанных с Абхазией, вообще в целом позиционирование Абхазии на международной арене, как мы выразились, в международной дипломатической системе и перспективы, конечно же, на будущее, в том числе взаимодействие с Италией. Как я понимаю, все-таки главная цель – это презентация Абхазии. Вот конкретно как вы собираетесь это провести? То есть там будут какие-то доклады, да? Вот есть ли разделение, кто о чем будет читать доклады? Вот примерно вот содержание нас интересует. Да, мы нацелены на то, чтобы максимально за короткое время максимально информативно рассказать об Абхазии, о разных направлениях, аспектах. Значит, сценарий мероприятия приблизительно следующий. На нем будут присутствовать представители местной власти. Сама конференция будет проходить на юге Италии. Это, если представить итальянский сапог, на самом его носочке есть такой город Ламеция, вот, регион Калабрия. Значит, будут присутствовать представители, в том числе мэр этого города и другие представители местной власти. Будут приветственные слова всем собравшимся.
И далее выступит сам Витторио Джильотти, то есть, по сути дела, человек, который пригласил всех экспертов и один из партнеров конференции. Выступит он расскажет в целом о геополитической ситуации вокруг Абхазии. То есть не про саму конкретно Абхазию, а о ситуации вокруг. То есть в Черноморском регионе, в Российской Федерации, естественно, затронет вопросы, связанные с Южным Кавказом. Далее выступит Вито Гритани, наш посол по особым поручениям. Он расскажет об Абхазии через призму Венской конвенции о дипломатических сношениях. И далее подключусь онлайн я, Тамила Мерцкулава, президент ТПП Абхазии, и Камила Кирвал, это ваша коллега, ведущая Шишбзе Псентола. Вот, значит, я расскажу в целом о грузино-абхазском конфликте, о грузино-абхазской войне, далее о поствоенном периоде и периоде с момента признания со стороны Российской Федерации, международного признания по сегодняшний день. Тамила Валерьевна расскажет о перспективах развития торгово-экономических отношений. А Камила, ну, на самом деле, Камила, скорее всего, выступит с докладом ну, не с докладом, с приветственным словом, в котором обозначит свободу СМИ в Абхазии, да, то есть насколько у нас все прозрачно, насколько у нас люди могут свободно высказывать свое мнение. Очень Вот. интересно. Спасибо Приблизительно. большое. А еще, насколько я знаю, там планируется некая, в рамках этого мероприятия, будет какой-то также презентация ассоциативной, скажем так, торгово-промышленной палаты, да? Вот это, наверное, больше вопрос к Тамиле Валерьевне, но это тоже интересно, что вы знаете об этом. На самом деле, конечно же, и Тамила Валерьевна знает об этом, но опять-таки это инициатива дипломатического представительства Абхазии в Италии, в странах ЕС. Значит, чтобы ответить на ваш вопрос, я слегка погружусь в предысторию, потому что без этого никак. Значит, дипломатическое представительство у нас функционирует с 2017 года в Италии. Мы официально зарегистрировали его в качестве юрлица, то есть получили индивидуальный налоговый номер, то есть официально по всем документам наименование у нас именно такое. Это нам позволило развивать отношения с итальянскими общественными организациями и, собственно, таким образом передавать и распространять объективную информацию об Абхазии. Кроме того, это позволило нам от имени Министерства иностранных дел Абхазии, вообще в целом от имени Абхазии организовывать разные благотворительные мероприятия, помимо культурных и социальных. Например, мы организовали гуманитарную помощь Сирии, когда там проходили боевые действия. Мы собирали, значит, организовывали благотворительные вечера, приглашали там известных артистов и собирали средства, на которые покупали потом медикаменты, там одеяла теплые, и все это отправляли дипломатическим грузом через постпредство Сирии в Женеве. Вот. И, собственно говоря, такие же мероприятия для Венесуэлы делали мы, для Конго делали, с Индией сотрудничаем. То есть через наше диппредставительство в Италии, а Вито Гритани, напомню, он приказом министра Вито Гритани является ответственным за работу диппредставительства в Италии. Я и Вито Гритани, вот у нас министр назначил ответственными, Даур Вадимович Ковый. Вот. И, собственно говоря, мы посредством вот таких мероприятий наладили очень много разных контактов, которые в итоге привели к тому, чтобы создать вот такую, скажем так, ассоциативную торгово-промышленную палату. И именно поэтому она так, скажем так, у нее длинное такое имя, очень много стран входят в эту торговую палату, но это общественная организация, она лишь будет способствовать укреплению и развитию наших вот торговых контактов.
Это очень интересно и абсолютно я уверена, что важно. Но скажите, как вам кажется, вот подобные мероприятия, хоть вы втроем, да, представители Абхазии, в этот раз вы будете участвовать в этом онлайн, но тем не менее, как мы знаем, в наше время онлайн мероприятия, они также важны и актуальны, как любые другие. Проводят там встречи глав стран, да, онлайн во многом проводили и проводят, и наверняка будут еще проводиться. Но как вам кажется вообще значение подобных мероприятий для Абхазии? Каково вот основная цель, какова? Ну, основной целью у нас по-прежнему остается распространение и популяризация объективной информации об Абхазии. То есть наша задача стоит в том, чтобы рассказать обратную сторону медали об истории Абхазии, о самой Абхазии, потому что сейчас, к сожалению, превалирует прогрузинская информация, она искаженная и необъективная об Абхазии. Я имею в виду вот в странах, в западных странах. И наша задача всячески способствовать тому, чтобы рассказать свою точку зрения. И на самом деле в последнее время все больше и больше людей интересуются как раз-таки, скажем так, интересуются мнением об Абхазии от абхазов, да, от представителей Абхазии, потому что понимают, что ну, не всегда информация, поданная в однобоком варианте, она объективная и правдивая. И не хочу, конечно, там, сам себя хвалить, да, но все-таки работа Вито Гритани заслуживает отдельного внимания, на мой взгляд. Человек с 2016 года активно продвигает наши интересы в Италии, в странах Европы, и все это делает на общественных началах. У нас открыт офис в городе Бари. Город выбран тоже неспроста, осознанно, так как в Бари проживает одна из самых больших диаспор, грузинских диаспор в Италии. И мы именно там решили открыть офис. И весь этот офис содержится вот уже сколько лет на средства Вито Гритани. Там не только содержание офиса, там постоянная ежедневная работа. Он и сувениры с абхазской символикой делает, распространяет, дарит каждые праздники, всем уделяет внимание. Мы даже использовали религиозную дипломатию, проводили в церквях, в базиликах, которые, то есть, подчиняются напрямую Ватикану, проводили там молебен в честь народа Абхазии, да, за мир в Абхазии. В общем, потом католическая церковь передавала статую Мадонны в католическую церковь Сухума, да. И то есть Да. вот такие моменты, я много могу про это рассказывать, чуть-чуть отстранился, но это все крайне важно для того, чтобы наш голос звучал в Европе тоже, чтобы слышали наше мнение. Это длительный, конечно, процесс, он рассчитан на долгосрочную перспективу, но тем не менее, вот такие люди, как Вито Гритани, и благодаря нему у нас образовался целый пул друзей Абхазии в Италии, которые постоянно помогают. Вот, благодаря таким людям у нас появляется возможность заявить о себе, рассказать о себе. А это служит тому, что мы знакомимся с новыми людьми и постепенно становимся друзьями. И кто знает, мы в этом, я лично в этом убежден, что со временем это и приведет к признанию. Только так можно достичь признания. Познакомиться с людьми, рассказать о себе, подружиться, а дальше уже будет просто логически придет признание. Ну да, личные контакты, конечно, всегда важны в любом случае, во всех времена были важны. Кан, огромное спасибо вам, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. К другим важным новостям регионам. На днях в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить ситуацию в регионе спустя год после завершения Второй Карабахской войны. Лидеры России, Армении и Азербайджана последний раз виделись в январе. Подписали соглашение об открытии транспортного сообщения на Южном Кавказе. Прошел почти год, но ничего не изменилось. Камнем преткновения
стал так называемый Зангезурский коридор, связывающий армянский Сюник с азербайджанским эксклавом Нахичевань. В советское время тут была железная дорога, но в середине 90-х ее разобрали. Баку поднимал вопрос и об экстерриториальности коридора, то есть выводе его из армянского законодательства. Ереван против и расценивает это как посягательство на суверенитет. Не менее острая проблема – демаркация границ. В начале 90-х, когда большинство постсоветских стран определились с этим, Армения и Азербайджан воевали. В ноябре на участках дороги от Капана до Нагорно-Карабахских сел появились азербайджанские таможенные посты. Ереван забил тревогу. Противник углубился на 2 километра армянской территории. Возобновились бои с применением артиллерии и бронетехники. Обе стороны понесли потери. События в Сюнике подтверждают важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации Азербайджана-армянской границы, прокомментировали ситуацию в российском МИД. Накопившиеся проблемы Путин, Алиев и Пашинян планировали обсудить по видеосвязи в годовщину окончания Карабахской войны 9 ноября. Баку рассчитывал подписать с Ереваном мирное соглашение и запустить процесс делимитации и демаркации границ. Но диалог не состоялся. Стычки в Сюнике едва не сорвали весь переговорный процесс, пишет издание «Спутник». Также известно, что в середине декабря в Брюсселе главы Армении и Азербайджана встретятся на полях саммита Восточного партнерства. В повестке все те же разногласия. А проведет встречу председатель Евросовета Шарль Мишель. И Баку, и Ереван подтверждают свое участие в брюссельской встрече. При этом получилось так, что сочинская встреча в резиденции Бочаров-Ручей стала как будто бы игрой на опережение. На этой встрече российский лидер еще раз подчеркнул роль Москвы в урегулировании конфликта. Цитата. «В целом за год все-таки сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи человек уже вернулись к местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает миротворческий контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей. Работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни», отметил Владимир Путин. В ответ на это президент Азербайджана отметил, что несмотря на то, что в целом все неплохо, Баку по-прежнему очень интересует и беспокоит невыполнение одного из пунктов трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре прошлого года, а именно вопрос разблокирования транспортных коридоров. В свою очередь, армянский премьер Никол Пашинян считает, что картина далеко не такая стабильная, как пытается представить Баку. Цитата. «Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года уже несколько десятков человек погибло с обеих сторон. Инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, и с 12 мая сего года мы фактически имеем кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы и не демаркированы, но государственная граница существует, и это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что все пункты, кроме деблокады коммуникаций, уже выполнены. Существует еще и проблема заложников, других удерживаемых лиц, военнопленных. И это очень важный гуманитарный вопрос», отметил Пашинян. Таким вот образом развиваются события между Арменией и Азербайджаном. И после сочинской встречи другой важной точкой соприкосновения станет Брюссель. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем по-прежнему продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.